Очень тяжело, ты должен вовремя спать, у тебя должен быть тренер, масштаб команды, это все должно друг другу соответствовать, сопутствовать. И это я же говорю, вот за экраном это целая жизнь. Все хотят быть чемпионами, да? Вот все хотят добиться успеха, но не каждый может, потому что эта дисциплина и очень большое усилие труда. Но и есть один плюс: человеку дано все возможное, невозможное возможно. Ты просто должен этого хотеть и знать, куда ты идешь. Это было всегда мечтой выступить у себя на родине, тем самым подарить такой бой моим землякам, моим болельщикам. Федерация K1 Pro Max предложила такое предложение. Я был очень рад. Спасибо президенту Федерации Константину Куценко за то, что дал такую возможность подраться у себя на родине. И спасибо всем моим тренерам в команде Гермес Профи. И вы все видели? Вот. Очень большая разница. Как дома говорят, родные стены помогают. Но тем самым ответственность очень большая. Да? Ты чувствуешь, насколько люди именно смотрят на тебя. И именно придет, чтобы посмотреть на тебя. И ты должен знать, насколько это ответственность. Да? И ты начинаешь тренироваться дисциплинированно. То, что люди видят через экран, это может казаться легко и просто. Но за экраном это целая жизнь. Мне не было страшно выйти с ней в ринг. Мне было страшно проиграть у себя дома. Каждый бой — это отдельная история. В каждом бою можно снять фильм. И каждый соперник чем-то вот запоминается. И я же говорю, можно снять фильм, да? И мне этот бой запомнилось море эмоциями и море поддержкой. Это вроде бы кажется там несколько теплых слов со стороны от незнакомых лиц, но для нас это целый мир. Вот действительно, мне так приятно, да, когда люди говорят, я очень благодарен. Вот, это поддержка, это называется любовь к родине. И ради этого стоит бороться. Да, от окружения много чего зависит. Если твое окружение пьет, курит и занимается плохими делами, это однозначно рано или поздно ты тоже этим путем пойдешь. И я бы хотел сказать всем молодым ребятам, чтобы они выбирали правильные пути, правильное окружение. Слава Богу, мое окружение все вот хорошие люди, достойные люди, люди, которые стараются добиться больших высот, стараются делать все ради народа, не для себя. И я очень горд, что у меня такая команда, что у меня такая поддержка, что у меня такие друзья, что есть люди, которые мне советуют, есть люди, которые постоянно говорят: Дастан, в день ты должен 20 минут уделить время читать книги. Это основа твоего будущего. Есть такие люди, которые переживают. Есть такие люди, которые даже он сам болеет, говорит: Дастан, вот это сделай, вот это сделай. Я вот немерено благодарен за то, что они мне вкладывают, за то, что мне они дают свое время. И вот он я. И я молодой, и я здоров, и альхамдулилля. Я знаю, что рано или поздно этот день, этот час придет, и я должен смириться с этим. Но сейчас рано об этом думать. Я домой еду сейчас. Вот, у меня там родители ждут.
Я, получается, самый младший. Ну, самого младшего, как бы говорят, избалованный. И вот сейчас я вот, как эфир закончится, я домой поеду. Вот, легко и просто. Я дома буду. Это первый день рождения за последние 5 или 6 лет, которые я дома с родителями буду проводить. Это как я провожу день рождения. В том, что мои родные рядом, в том, что мои родители улыбаются, это для меня день рождения. В том, что они здоровы, и в том, что видят они то, что я достигаю успехов, и вот обнимая меня, они плачут и смотрят, да, вот это я чувствую счастье, да, в том, что они счастливы. Я очень рад, что в моих родительских глазах я это вижу. И я желаю каждому, кто сейчас смотрит, не сидеть, не сложа руки, а просто не сдаваться и идти поставленные цели. И это называется жизнь. А жизнь — это борьба. Борьба в каждых деталях, в каждых мелочах. И смотря как ты проживешь и с кем.